Оксана говорит, добрый день. Добрый день. Сегодня мы продолжаем наш второй мастер-класс по дорогооберегающим технологиям в рамках нашего проекта «Компас будущего», который направлен на поддержку выпускников детских домов. Проект был поддержан фондом президентских грантов, и вся наша целевая группа, выпускники детских домов, попали в очень трудную ситуацию, когда действительно сложно трудоустроиться, сложно поступить на учебу, сложно завершить учебу, все в онлайн-режиме. Да? И самым главным принципом, конечно, нашей жизни является, конечно, здоровье, дорогооберегающие технологии. И сегодня наша тема посвящена вот той самой основной вирусу, так скажем, да, коронавирусной инфекции. И мы сегодня хотим просветить нашу аудиторию вообще, что за коронавирусная инфекция COVID-19, как она к нам вообще пришла и чем она отличается, почему вот произошла пандемия. Да, вопрос, конечно, очень актуальный в наше время, да, но хочется базисно напомнить, да, всем слушателям, что в мире все течет, все меняется. То есть вообще движение – это жизнь, да. Меняются обстоятельства, меняется погода, значит, циферблат часов движется вперед, характер человека меняется, цветочек растет, все меняется, в том числе меняется и характеристика вирусов, бактерий, у них там свой собственный, скажем, даже более обширный, сложный микромир, который мы, макротела, особенно когда, скажем, не можем проследить и можем только ощутить на себе их влияние, можно так сказать. Да? Ну, коронавирус, он существовал давно. О нем, значит, первый подтип коронавируса был открыт еще в 1960 году. То есть это, скажем, более чем уже 60 лет тому назад. Вот. И на сегодняшний день имеется 43 вида коронавируса. Имеется альфа, бета коронавирус, да, и на сегодняшний день мы имеем вот мутировавший штамм коронавируса дельта. Но это уже современность, наша бытность, вот последние, скажем, полгода, что в мире происходит. Кроме 43 видов коронавируса, он относится к роду коронавиры, содержит РНК в себе, как любой вирус. На самом деле вирусы считаются вообще паразитами, это не бактерии. То есть они обязательно прикрепляются к какой-то клетке. Это своего рода такие умные паразиты, скажем так. Да? Вот. Имеется также 7 подтипов коронавируса. То есть там их великое множество семейств. И особенность в том, что в последнее время коронавирус стал очень быстро мутировать. То есть он видоизменяется. И если он видоизменяется, то у него и появляются новые характеристики. То есть он становится более агрессивным, более контагиозным. И определенно нацеленно может поражать не только животных, не только других, значит, там, представителей, да, но и человека. Да, коронавирусная инфекция изменила нашу жизнь в последнее время. И, конечно же, чтобы не заболеть этим грозным заболеванием, нам приходится проводить ряд мероприятий и соблюдать их. Ну вот, когда вот коронавирус появился в нашей жизни, сначала мы это узнали от новостей, когда через телевизор, интернет, там, соцсети начали появляться, в свою очередь, в Китае, потом дальше туристы туда-сюда прибывали в Европе, да, потом, к сожалению, это, получается, вирус достиг и наших маленьких города, и всю Якутию. И вот первые вот отличительные вот симптомы, которых мы сначала узнали и на себе вот некоторые перенесли, допустим, да, что это действительно симптомы какие были, вот, допустим, да, что ты перестаешь чувствовать запах, ты перестаешь там вкусовые ощущения пропадают, у кого-то пропадает температура, поднимается постоянно, у кого-то там вообще какое-то депрессивное состояние даже появляется. Чем симптоматика? Вот конкретно можно сказать, сейчас просветить нашу аудиторию, что если у вас такие симптомы, то это, скорее всего, коронавирус. Вот какие симптомы основные? Но видите, опять же, да, пока вот эта коронавирусная инфекция, она вообще шагает по планете уже 1,5 года, уже более чем 1,5 года.
Скоро 2 полных года будут в декабре, в ноябре месяце этого года. И, как я уже сказала, она очень быстро мутирует. То есть это, значит, меняются его характеристики, раз. То есть могут поменяться симптомы. Да, далее, после. То есть мы видим только вершину айсберга, то, что он вызывает в организме. Вот, когда, как в начале этой коронавирусной пандемии, это была температура высокая, вдруг резко поднималась, да, появлялась слабость, кашель появлялась, да, потом уже пропадал, значит, вкус, нюх пропадал, анасмия называется, да, и далее уже депрессивное состояние, слабость даже после выздоровления в период так называемой реконвалесценции. Сейчас же, говоря, дельта-вирус, который сейчас вот идет 3-я волна уже, она вызывает, она не может вызвать, может и не вызвать сразу поднятие температуры, может и не вызвать кашель. То есть она проявляется какими-то другими определенными индивидуальными проявлениями. Это может быть слабость, это может быть боль в животе, то есть есть понятие еще кишечная форма коронавируса, да? То есть она видоизменяется. Поэтому мы должны быть здесь настороже. Каждый организм – это определенная своя биохимическая фабрика. Вот пока мы здесь сейчас сидим, разговариваем с вами, да, то в нас, в каждом организме протекает множество, тысячи, миллиарды химических процессов. Каждый наш организм имеет свою особенность иммунной системы. Если один и тот же вирус попадает в разные организмы, он может по-разному себя проявить. Об этом мы должны помнить. Поэтому, если вы человек активный, вы общаетесь, ходите на работу, значит, ездите в общественном транспорте, ходите в кино, да, то вы должны быть настороже. Если у вас появилась непонятная слабость, хочется, скажем, ничего не делать, полежать, температура поднимается, живот непонятно болит, да, но никаких погрешностей диеты не было. То есть в первую очередь в период пандемии мы должны подумать, а не проявление ли это у меня вирусной инфекции. И есть такое еще понятие, как эпидемиологическое окружение каждого человека. То есть мы знаем, что вот утром мы встали, мы общаемся, идем на работу, в школу, там везде, да, мы общаемся с определенными людьми изо дня в день. И если в нашем ближайшем окружении, с которым вы общались, там, ближайшие недели-две, кто-то из этих людей заболел. Да, там, значит, слух прошел. Ой, там, оказывается, вот Петя Иванов заболел, у него признали коронавирус, положили в больницу, оказывается, у него анализы положительные. Значит, вы можете посчитать, да, я с ним общался там в прошлую субботу, значит, у меня уже могут сегодня начать проявляться тоже признаки коронавируса. Поэтому надо быть настороже, прислушиваться. Очень большие осложнения, вплоть до смертельных исходов, были даже у молодых людей вследствие того, что не было вот этой настороженности. Ой, наверное, я простыл. А знаете, я просто под дождь попал. Да? Такие случаи очень достаточно высоки бывают. Да? Да, конечно, мы живем в современном мире, мы можем и переохлаждаться, попасть под кондиционер, долго просидеть, например, да, или в жару выпить много холодной воды, как хочется, да. Ну, то есть мы считаем, что это мы делаем нормально, правильно. Наш организм реагирует на это по-своему. Иммунитет снижается, способность бороться против вирусов, в том числе и против коронавируса, у нас снижается, и наш организм допускает в себе большое количество этого вируса. И тогда резко могут проявляться эти симптомы. Поэтому надо быть настороже, знать о своем окружении и сразу же обращаться в необходимые инстанции. Да, это вот самое важное, потому что я сама обратилась, когда у меня действительно появились симптомы коронавируса, очень это было в октябре, то я благодаря вот этому медицинскому приложению «Медсеть» написала, что у меня действительно симптомы, и я хочу обратиться. И тут же меня, в общем, позвонили, и тут же очень мгновенно отреагировали, и в тот же день вечером ко мне уже пришли медицинские работники, взяли забор анализов, и, в общем, прописали какие-то лекарства, наблюдали и даже были на телефонной связи. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас, когда мы находимся
в период пандемии, да, сложной перемешка обстановки, мы рекомендуем нашим молодым ребятам, чтобы они все-таки, когда появляется симптом, обращались в медицинские учреждения, потому что будь точно, не надо лечиться заниматься самолечением, и не нужно принимать, можно только усугубить, да, ситуацию, как говорится, потому что могут, мы все знаем, что могут поражаться, как говорится, эти легкие, да, поэтому здесь время, как говорится, очень важное значение имеет, тем более, как говорится, можно осложнить и тем самым, как говорится, просто навредить здоровью. Смотрите, Оксана Владимировна, вот сейчас появились вакцины. Все-таки мы живем в мире тоже, как говорится, передовых технологий, и как только у нас, получается, произошла вот эта вот пандемия, мир начал заниматься изобретением вакцин на основе, наверное, тех каких-то опытов, да, предшествующих. И на сегодня вот в России есть 3 вакцины, да, Ковивак, Эпивак, Гамковик, которые мы вот сейчас получаем. Вообще, какие вакцины существуют, какие, может быть, еще готовятся, мы еще не знаем, да, вообще нужно вакцинироваться. Как вы думаете? Да, так как у нас аудитория молодых людей, социально активных, которые имеют достаточно много контакта, да, все-таки я за вакцинацию. Учитывая то, что последний штамм Дельта, он и поражает и молодых людей, вот, социально активных, поэтому я считаю, что вакцинироваться необходимо. Вакцин на сегодняшний день существует великое множество. В Европе достаточное количество и Pfizer, и, значит, в Арабских Эмиратах тоже есть свои, да, вот Ближний Восток тоже пользуется рядом своих собственных вакцин. Там тоже есть научно-исследовательские институты, которые разрабатывают свои. Но мы говорим о России, о нашей родине, где имеется в основном 3 основных вакцины. Это передовая вакцина «Спутник Ви», Гамковид. Это Ковивак, который сейчас, значит, пока еще не распространяется по России. То есть он появлялся у нас в Якутии в конце мая в небольшом объеме. Вот. И потом, значит, мы его ждем ближе к осени наверняка. Да, Ковивак. И последнее – это Эпивак. Характеристики у них такие, что если человек, который хочет себя защититься, он преклонного возраста. То есть он мало общается, больше сидит дома. Вот. Иногда там раз в 2 недели выйдет в магазин, к нему ходит мало гостей, и он имеет достаточно, скажем, ну, в силу возраста каких-то хронических заболеваний, то к нему подходит, скажем, такая мягкая вакцина, как Эпивак Корона. То есть это вакцина для пожилого населения. Как наша молодежь говорит, лайт. Да. Легкой формы. Нет, есть лайт-вакцина, есть еще и спутника. То есть это назальные капли, да, лайт-вакцина, да, то есть она одномоментная, и она достаточно, скажем, тоже вот мягко действует, и она современная. Вот это как раз спутник лайт. Это подвид спутника. Подвид спутника. Ковивак. Значит, Ковивак – это убитая вакцина, убитый вирус, который тоже своим действием вырабатывает защиту в организме. Ну вот, пока его не производят, поэтому некоторые люди, да, дают предпочтение Ковиваку, но его пока у нас в наличии нет. Спутник Ви – это вакцина, которым пользуется очень активно. И спутником Ви прививался сам президент Владимир Владимирович Путин. Спутником Ви прививались и наши депутаты, и чиновники в Якутии. Вот. На сегодняшний день спутник Ви, он себя достаточно хорошо охарактеризовал. На Западе, в Европе очень любят пользоваться нашей вакциной Гамковид Спутник Ви. Есть в Италии такая, значит, в Италии у нас, мы знаем, что Италия – это страна европейская. Там есть Ватикан, то есть это определенного рода своя небольшая страна внутри Италии. Внутри Италии есть еще другая своя страна.
да, небольшая горная страна, где живут, значит, бывшие карабинеры, революционеры. И вот это общество, оно полностью выкупило Ковивак, гам-ковид у России. Вот я название забыла, да, потом вспомню, скажу. И они привили все свое население. Теперь они защищены, то есть вся страна полностью, практически там 85%, да. Да, коллективный иммунитет, и они полностью защищены. Теперь они смело могут и выезжать в другие страны, то есть они совершенно не меняют своих привычек, и они находятся под защитой вот нашего Ковивак спутника. Это была единственная первая страна, которая полностью закупила для своего населения. Да, конечно, ходят разные, скажем, разговоры о том, что спутник иногда бывает и воздействует неправильно, не так, как хотелось бы, да. Вот. Но, опять же, я говорю, каждый организм реагирует по-своему. Как же подготовиться, чтобы получить вакцину? Учитывая то, что все-таки это чужеродный агент, оно может вызвать аллергическую реакцию. Некоторые врачи рекомендуют попринимать, скажем, тот же супрастин, димедрол или зодок, есть такой препарат антигистаминный, прежде чем принять, значит, вакцинацию, да, спутник Ви. Вот. И мы знаем, что сам вирус, коронавирус, он вызывает внутрисосудистое, внутрикапиллярное свертывание крови. Вот. Поэтому и перед тем, как пойти на вакцинацию, вы можете обратиться опять же к своему участковому терапевту в поликлинике, где вы прикреплены, и задать этот вопрос. Он, может быть, вас направит на анализ, на коагулограмму, и скажет, да, вот прежде чем принять, вы можете вакцинироваться, вы можете принять определенные препараты. Таким образом подготовиться, чтобы у вас не было осложнений после вакцинации. То есть и такой вот уточняющий такой момент для нашей аудитории, да, есть такое понятие, как антитела. То есть вот я, например, переболела в октябре, и у меня были антитела, высокий уровень антител определенное время. Потом я, по-моему, советовала с вами, и вы сказали, что нужно именно получить вакцину тогда, когда у вас или 0 антитела, либо антитела вот низкого старта, так скажем, да, андрита, как говорят. И как только мы периодично сдавали анализ наличия антител, потому что мы работаем все-таки с людьми, и мы когда увидели, что когда я у себя увидела, что у меня низкий титр антител, обратилась в медику, и они сказали, нужно срочно сдавать. То есть получить вакцину. И только тогда я получила вакцину. Я сейчас получила 2 компонента вакцины, спутник Ви, и сейчас я имею QR-код в госуслугах, и я действительно могу, что говорится, выезжать. Да? Но у меня вот такой, правильно я поступила о том, что вот сдавала антитела, и получила вакцину именно в тот моменте, когда у меня низкие антитела. Или как? Или это разные вещи? Знаете, рекомендаций достаточно много разных, разноречивых рекомендаций, потому что каждая кафедра, каждый, значит, институт исследовательский, он имеет свою точку зрения. Но это наука, потому что у нас коронавирус – это новый вирус, да, его только сейчас изучают. Но в целом, чтобы опять же избежать осложнений, чтобы избежать неприятных последствий, желательно, конечно, сдать базовые показатели антител. Антитела – это что такое? Это наши внутренние солдаты-защитники. Есть солдаты быстрого реагирования, а есть солдаты, которые, скажем, в резерве сидят. Вот. Быстрое реагирование солдаты – это иммуноглобулины М. То есть они как только поступает какой-то чужеродный агент в наш организм. Иммуноглобулин М, он должен быть в нулевом варианте, прежде чем, то есть ИгМ должен показывать 0, когда вы идете на вакцинацию. Иммуноглобулин G, так называемый, да, то есть это старые наши солдаты, которые знают, говорят, что да, наш организм имел счастье общаться с этим вирусом, мы его знаем, в случае чего мы его можем победить. Иммуноглобулины G – это наша крепкая тыловая защита. Вот. И если высокие показатели иммуноглобулина G, тоже
не рекомендуют вакцинироваться. То есть это достаточно у каждого человека индивидуально. Об этом нужно посоветоваться со своим терапевтом или, если сможете, можете посоветоваться с инфекционистом. Вот. И опять же, врач какое решение принимает? На основании того, как давно вы переболели, в какой форме вы переболели, какой был процент поражения легких, какие были показатели ваших анализов на тот момент, цереактивный белок, ферритин какой был, когда вы переболели, да? Плюс сколько времени прошло от момента заболевания, момента выписки. И врач принимает индивидуальное решение, что с вами в данном конкретном случае делать. Бывают моменты, когда надо срочно вакцинироваться, чтобы куда-то выехать на какую-то конференцию, да? Но тогда, конечно, не приходится выбирать, да? Идем на риск и идем на вакцинацию, чтобы выдержать конкретное время, чтобы не пропустить важное для нас мероприятие. Получается, что вот я думаю, что к прежнему миру, допустим, да, когда мы все ходили без масок, никто ничего не требовал, допустим, жили обычно спокойной жизнью, могли в любое время, да, имея там визу, путевку, мы могли, если деньги позволяют, как говорится, мы могли выезжать туда-сюда. Сейчас это, конечно, немного в ограниченном состоянии. И все-таки я считаю, что пока мир, как говорится, восстанавливается, так скажем, после пандемии, мы все боремся, и весь мир сейчас борется с этой пандемией. Я думаю, что все равно нужно придерживаться общих правил. Масочный режим, перчатки, антисептические средства, потому что я вот лично для себя, вот, допустим, да, хотя очень многие меня убеждали, есть такие люди, которые антипрививочные люди, так скажем, да, которые очень много ищут там фактов, почему не нужно получить вакцину. Но, слава богу, я к этой категории не отношусь, и я считаю, все-таки, я очень боялась, что я вдруг не узнаю о том, что я заболела, и я могу заразить других людей. Для меня это было очень, как говорится, важно, и я очень боялась этого. У меня есть пожилая бабушка, к которой я хожу в гости, и очень важно было мне вот сейчас иметь вакцину, и теперь, как говорится, я могу их посвящать, да. Вот давайте мы сейчас расскажем нашей аудитории, почему важно носить, соблюдать масочный режим. Человеческому глазу не все возможно. Мы знаем, что в воздухе витают взвешенные микрочастицы. И если вдруг мы видим капельки воды, дождь идет, это нам, то есть мы это можем увидеть, это нам доступно. Вирусы, они настолько малы. Каждый человек, когда он выдыхает, то есть легкое у нас, оно влажное, скажем, да, вот если по-простому говоря. С выдыхаемым воздухом мы выдыхаем какое-то количество вирусов, которые в нас сидят. И не зря говорят, соблюдайте дистанцию 1,5 метра. Некоторые даже говорят около 2 метров. Если ты человек большой, у него имеется большой объем легких. Ну, когда бывает маленький ребенок, у него легкие маленькие, там, скажем, да, 1,5, там, 1,3 литра. Бывают мужчины, которые под 2 метра, у них объем легких может быть там достигать там, буквально до 3-4 литров. Да? И они, конечно, при выдыхании, у них мышцы сильнее и рост большой. Они могут заразить, если вдруг они заболели, или у них вот это вот, как бы скажем, преморбитное состояние, то есть предболезненное состояние, они могут заражать в этот период большое количество людей. Поэтому маски нас защищают от большого объема. Да, бывает, некоторые говорят, что да, сквозь маску все равно все проходит, мы же дышим, воздух заходит, также воздух и выходит. А сейчас еще появилась такая категория людей, да, что я же привит, все не носит маски. Вот. Но видите, когда привит, это значит, собственно, моя внутренняя защита, да, потому что если вдруг мой организм зайдет вирусный агент, я от него защищен. Но не можешь же давать гарантию, что вот там человек, который едет с тобой вместе в автобусе, и он дышит, ты рядом стоишь, вдыхаешь тот же воздух, который он выдыхает, и вдруг он находится вот в предболезненном состоянии, ты можешь вдохнуть этот вирус. И вот этот вирус, он может в тебе некоторое время сидеть там, пожить там, скажем. То есть ты транспортер этого вируса.
Потом пришел в аптеку, там подышал на бабушку, которая рядом с тобой стояла. А бабушка была не вакцинированная, и она заболела. Ей было там буквально некоторый объем вирусов, что она уже дала клинику. Да? То есть здесь минус в том, что мы не видим эти вирусы, мы не можем их контролировать. Поэтому масочный режим нам помогает, чтобы не захватить большее количество вирусов. И ну, вы сами представьте, да, можно это таким вот примером сказать, да, как бы скажем, ну, дали вам прочитать одну книжку за ночь. То есть это одна книга. Но вам дали, скажем, 30 книг за ночь. Вы же 30 не сможете прочитать. То есть один вы еще хоть как-то можете осилить. То есть маленькое количество вирусов придет к вам в организм, ваш организм быстренько среагирует и против него выставит хорошую оборону. Но если вдруг придет 30 раз больше вирусов, то вы уже не сможете против них защититься. Поэтому не зря ведь, да, когда пандемия только начиналась, очень большое количество было заболевших медицинских работников, потому что объем вируса, атаки вирусные были очень массивные. Маска нужна обязательно, так же, как и перчатки, потому что мы на своих руках, по ручкам, значит, дверей, там, значит, где-то вот кнопка лифта та же самая, да, ручка машины, везде, где прикасается большое количество людей, мы можем захватить в свои руки эти вирусы. Почему говорят, не трогайте лицо? Лицо близко от дыхательного аппарата, от носа, от рта. Некоторые говорят, что носите очки, тоже от слизистой глаз тоже может проникнуть вирус. Поэтому говорят, носите перчатки. Но перчатки надо менять очень часто. Мыть руки надо очень часто, насколько это возможно. Или протирать их спиртосодержащими, значит, веществами. То есть это твоя защита, это твоя социальная ответственность. Я не хочу заболеть. Если вдруг я болею, я не хочу заразить. Ну и теперь мы переходим к завершающей части нашего мастер-класса по сберегающим технологиям. Так случилось, что человек заболел коронавирусом. Так, ну, получается, что пролечился, пришли результаты отрицательные, врач ему говорит, выписывает уже выписку, да, что ты уже здоров, ты уже перенес коронавирусную инфекцию. А дальше что? Как все равно же организм претерпевает какие-то там, допустим, да, исходы, так скажем, какие-то там происходят изменения. Вот как должна быть вообще постковидное лечение, профилактика, чтобы вернуть здоровье в прежнее состояние? Да, значит, есть такое понятие постковидный синдром. То есть синдром это что такое? Это комплекс, симптомокомплекс, то есть это много разных проявлений, которые имеются у людей, перенесших ковид. Это слабость, это апатия, это сниженное настроение, это желание ничего не делать, это депрессивное состояние. Или, например, раньше я вот встала, и сразу я активная, я помыла полы, помыла посуду, постирала белье, погладила белье, позвонила там пару друзей, сходила в магазин. То есть активность хорошая. Я много дел делаю, у меня энергия за край. Человек, который перенес ковид, он может, скажем, полчаса быть активным, а потом уже он никак уже не может. Ему надо найти место, где полежать. У него работоспособность снижена. Было дано объяснение, что это внутрисосудистое свертывание крови. Да, мы в середине беседы сказали, что движение – это жизнь. То есть все должно двигаться. Внутри нас, вот пока мы, опять же, говорю, сидим, да, множество биохимических процессов прошло. Кровь движется по сосудам нашим, лимфа движется, соки движутся. После ковида скорость движения крови в сосудах наших, маленьких капиллярах, оно снижается. Замедливается, да, потому что эритроциты, они друг в друге, это красные кровяные тельца, они слипаются друг к другу. Они как вот во время пробок на улицах, машины стоят, бывает, особенно по улице Лермонтова у нас очень много пробок бывает, да, перед светофорами. Вот таким же образом вы представьте, что каждая машина – это эритроцит.
И вот пробки образовались, кровь медленно бежит, и, конечно же, как тот курьер, который должен был там в 15 минут доставить важное письмо, он приедет только через 45 минут. А каждый организм себе требует, каждый организм делает свое дело. Каждый организм себе требует много крови. Значит, я тут работаю, мне надо полы помыть, мне надо хорошо двигаться, дайте мне крови. Мышцы должны двигаться, селезенка гонять кровь, легкие дышать, сердце перекачивать кровь, то есть там комплекс мероприятий. Когда кровь бежит медленно, организм медленно работает. Что же делать надо, чтобы этого не случалось? Есть препараты определенные, которые разжижают, то есть которые предупреждают вот это свертывание крови. Об этом тоже надо спросить у своего врача поликлинического. Да, вот я перенес ковид, дали мне справочку, все хорошо. И спросить надо доктора, скажите, врач, доктор, что я должен принимать, чтобы у меня не было постковидного синдрома? Это вот прием лекарственных препаратов. Это раз. Кто-то там кардиомагнил выписывает, кто-то аспирин выписывает, там четвертушечку. Да? Это первое. Во-вторых, человек должен принимать много воды. Ни соки, ни кофе, ни какао, значит, ни чай с молоком, да? А чистую воду в достаточно большом объеме. Потому что, чтобы разжижить кровь, нам нужна жидкость. Чтобы вот этого затора не было, чтобы пробок внутри организма не было. В-третьих, мы должны кушать меньше продуктов, которые вызывают вот это торможение крови, скажем, в сосудах. Да? Это наши любимые сладости, наши любимые мучные изделия, выпечка, тортики, значит, пирожки, оладушки, пряники, сушки, вафли, макароны, картошка, рис. На самом деле, когда уходишь, как говорится, из ковидного состояния, когда ты начинаешь ощущать запах, вкус, наоборот, у тебя появляется аппетит, и все мы набрасываемся как раз таки на эти вещи, когда начинает уже появляется вкус, уже появляется запах, и ты, наоборот, оказывается, очень надо следить за этим, пить много воды, и, в общем, действительно, еще раз мы подтверждаем о важности обращения в медицинское учреждение, иметь своего лечащего врача и консультировать, потому что это важно, это здоровье нашего всего, тем более у нас молодые ребята, которые, возможно, совсем скоро станут мамами, папами, и как раз-таки воспитывают своего ребенка и, в общем, формировать здоровое поведение. Да? И завершающий такой вопрос, важно ли заниматься физкультурой, гимнастикой, дыхательными упражнениями, потому что мы считаем, что это очень важно, тем более в ковидное состояние, потому что как раз таки нужно восстановить легкие и дыхательные упражнения, поэтому как раз таки в наших мастер-классах у нас есть инструкторы по йоге, по ушу, даже по вольной борьбе. У нас были инструктора, которые проводили для наших ребят такие видеоуроки по здоровьесберегающим технологиям. Важно ли этим заниматься, и приглашаете ли вы, Оксана Гавриловна, наших ребят посмотреть наши видеокурсы? Да, конечно, приглашаю, да, потому что, опять же, повторюсь, третий раз за сегодняшний день, да, за сегодняшнюю лекцию, что движение – это жизнь. Когда мы находимся в движении, мы поддерживаем внутренние положительные процессы, которые в нас происходят. Да? Мышцы двигаются. Когда мышцы двигаются, сокращаются, капилляры начинают работать. И вот это продвигается, вот этот затор. То есть здесь должно относиться надо комплексно. Пить больше воды, питаться правильными продуктами, не те, которые загустевают, заставляют загустевать кровь, и проявлять умеренную двигательную активность. Конечно, я не говорю, что там кросс сразу давать после ковида в 10 километров. По мере возможности надо обязательно двигаться, потому что это поможет вам правильно выйти из подковидного синдрома, привести свое здоровье в соответствие до заболевания. Поэтому вот эти все необходимые методы, и гимнастика дыхательная, сейчас его много, великое множество, и в интернете есть, можете скачать, которое вам больше подходит. Да? Это и ушу, и йога, и тайци, и ходьба со скандинавскими палками. То есть это все в меру ваших возможностей. Движение вам поможет оставаться долгое время здоровыми и избежать больших осложнений постковидного времени.
Спасибо, Оксана Гавриловна, за интересную беседу. Мы на этом завершаем, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Желаем вам тоже крепкого здоровья, всем в вашей нелегкой, но благородном деле. И приглашаем всех наших ребят на наши видеокурсы. Всего вам доброго.